Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. На календаре сегодня 10 марта. Это День архивов в России. Каждый из нас обращается к архивным данным для восстановления документов во время учебы, когда пишет курсовую или диплом, для изучения своей родословной или поиска родственников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. С помощью архивов можно запросить данные о трудовом стаже, оформить пенсию, изучить оцифрованные материалы, которые раньше были доступны только в читальном зале, посмотреть уникальные видеохроники. В свой профессиональный праздник с нами на связи директор Национального архива Якутии Петр Васильевич Румянцев и руководитель специализированного отдела архива управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Наталья Васильевна Алексеева. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Петр Васильевич, и Петр Васильевич и Наталья Васильевна, поздравляю вас с профессиональным праздником и предлагаю сначала посмотреть короткое видео и узнать, как все начиналось. 18 декабря 1922 года в РИД предревкома ЯАССР Исидор Барахов подписал постановление Ревкома Якутской АССР об архивном фонде и управлении им, где было указано: все архивные материалы и текущее дело производства отдельных учреждений, находящиеся на территории ЯАССР, составляют архивный фонд ЯАССР, который, являясь частью единого государственного архивного фонда, делится на части сообразно с делением последнего. Так был создан руководящий орган архивной отрасли республики – Управление губернским архивным фондом. Петр Васильевич, первый вопрос вам. Национальному архиву Якутии в следующем году исполнится 100 лет. Но получается, что фактическая история насчитывает несколько веков. Расскажите, когда же зародилось архивное дело в республике? Ну, я бы прежде хотел бы уточниться. Столетие нашего архива мы отпраздновали в прошлом году, в 2020 году. Так. Губернский архив был создан в декабре 1920 года постановлением Якутского губревкома. Но начало архивного дела в Якутии мы связываем с приездом в Якутский острог первых воевод. Это Бекетова и Глебова. Но в 1641 году первый документ, самый старинный документ у нас датируется 1649 году. Так, в 19 веке, в 1822 году, был создан архив Якутского областного правления. И в 1919 году распоряжение губернатора Якутского Ивана Ивановича Кравского было заложено начало формированию Якутского губернского архива. Спасибо. Наталья Васильевна, а с какого века органы ЗАГС существуют в Якутии и хранят документы граждан? Органы ЗАГС Республики Саха-Якутия начинает работу с 1918 года. Но в архивном фонде органов ЗАГС хранятся записи актов гражданского состояния, начиная с 1927 года. Но при этом, конечно, нужно учитывать, что не все записи актов гражданского состояния тех годов сохранены в полном объеме. То есть сначала это были церковные записи, потом постепенно получилось так. Петр Васильевич, вот вы сказали, что самый старый документ насчитывает с 17 века, это получается с 1649 года, да, вы сказали. А какой самый интересный документ в вашем архиве? Так, ну, как я уже сказал уже выше, это самый старинный документ, датирующийся
1649 году. Это указ Сибирского приказа якутскому воеводе тогда Францбекову о высылке через Тобольск стрельцов. Это связано с крупным восстанием, городским восстанием в городе Москве, так называемый соляной бунт в середине 17 века. Да, это был бунт посадского населения, дворовых людей и также военного сословия стрельцов. Да, восстание было в свое время жестоко подавлено. И в Якутский острог были выслана группа стрельцов для государевой службы на поселении. Это вот первый документ, который отголосок нашей большой российской истории. Спасибо. Наталья Васильевна, а за какими справками или архивными документами к вам чаще обращаются? Взамен утраченных, испорченных документов мы выдаем повторные свидетельства или справки, подтверждающие факт государственной регистрации актов гражданского состояния. Эти документы мы выдаем на основании записей, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе Единый государственный реестр ЗАГС. Также в наши архивы поступают запросы от организаций, судебных налоговых органов, органов внутренних дел, следственных управлений, судебных приставов, прокуратуры и пенсионного фонда. Характер поступающих запросов – это подтверждение факта государственной регистрации актов гражданского состояния и запросы от органов дознания и следствия, как правило, это запросы разыскного характера. Петр Васильевич, а у вас сколько было запросов в прошлом году и чего они касались чаще всего? Запросы у нас подразделяются на два вида. Это социально-правовой запрос. Это, значит, запросы, которые поступают от граждан для начисления, оформления пенсий, подтверждения трудового стажа, наличия наград и так далее. Этих запросов было исполнено в прошлом году 4052 запроса, а тематических запросов 422. Тематические запросы это связаны с установлением биографических данных, если это от граждан и так далее. Установление даты создания учреждений, предприятий, организаций, населенных пунктов. Наталья Васильевна, вам аналогичный вопрос. Сколько запросов в прошлом году было вами обработано? За прошлый год органами ЗАГС в республике было выдано 11 тысяч повторных свидетельств и 27 тысяч архивных справок. Кроме этого, мы исполнили 47 тысяч запросов организаций. Запросы к нам поступают со всех регионов России. И также в год в среднем мы исполняем порядка 300 заявлений от граждан, проживающих ныне на территории иностранных государств. Спасибо. Петр Васильевич, а за какой период хранятся документы в Национальном архиве республики? Это начиная с первой половины 17
до современности. Наталья Васильевна, а в вашем архиве какие документы самые ранние? Самые ранние документы — это 1927 год. Конец 20 века дал нам новые носители информации и больше возможностей для сохранения данных. Вообще, 90-е годы стали новой страницей в истории архивов. И об этом наше следующее короткое видео. 22 июля 1993 года указом первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева о реорганизации архивного дела Центральный государственный архив Республики Саха-Якутия был преобразован в Национальный архив Республики Саха-Якутия. 12 сентября 1995 года вышло постановление правительства Республики Саха-Якутия о государственной поддержке архивного дела. 14 апреля 1998 года в целях сохранения историко-культурного наследия народов республики указом первого президента Республики Саха-Якутия Михаилом Николаевым Национальный архив был включен в государственный свод особо ценных объектов национального культурного достояния народов Республики Саха-Якутия. Особо ценные объекты национального культурного достояния, старинные документы в наши дни стало проще сохранить. Вот как давно, Петр Васильевич, началась оцифровка документов в Национальном архиве и какой процент данных вы уже перевели в электронный формат? Ну, оцифровка документов у нас ведется попутная. Да? Когда мы исполняем запросы, да, мы тогда сканируем, некоторые документы сканируем, да, и сохраняем в оцифрованном виде. У нас оцифрованы сейчас, в настоящее время, все особо ценные документы, а также мы оцифровываем информационно-поисковые средства. Это архивные опции. В настоящее время оцифровано более 71% архивных описей. Спасибо. Наталья Васильевна, а какую часть данных в электронном формате хранят органы ЗАГСа? Органы ЗАГСа Российской Федерации в прошлом году завершили работу по переводу всех актовых записей архивного фонда в электронный вид. И теперь у нас по России единый электронный архив. У нас в компании тоже огромный архив, и национальная вещательная компания «Саха» уже на протяжении 10 лет оцифровывает свой архив. Это процесс долгий, сложный, работа с каждым видом носителя имеет свою специфику. И сейчас мы вам покажем сюжет о таинстве этого процесса. Архив национальной вещательной компании «Саха» сегодня насчитывает более 6000 архивных файлов различных исторических событий республики. Это разные носители, кинопленки, кассеты, цифровые кассеты. Из них оцифровано 57%, это 3728 единиц. И оформлено, то есть описание метаданных, аннотации, это 33%, порядка 2158 единиц. С 2011 года здесь началась работа по переводу их в цифровой формат. С каждым файлом работает целая команда. Люди должны быть опытные. Допустим, максимально это желательно должен быть человек, который проработавший в телевидении, да, или, допустим, знающий значимые события республики за определенный период времени, допустим. Ведь одно дело оцифровать, другое дело оформлять метаданные. Со стороны, казалось бы, простая работа, но, как оказалось, это целый труд. Ведь порой архивные файлы повреждаются, и поэтому за ними нужен особенный уход. Из нашего архива к нам приходят ленты, киноленты, получается, в рулонах. Бывает то, что там
сломанной перфорации там, или нужно увлажнить, они очень начинают хрупкими быть. Поэтому мы для начала делаем увлажнение кинопленки. Ага. Так, ну там есть специальный раствор, в котором его э, Приводите в нормативное состояние. да. И потом у нас получается мы кладем уже их в такие специальные ящики, которые поддерживают правильную влажность и температуру. И потом далее непосредственно он уже идет на оцифровку. Да, затем уже получается несколько дней они у нас лежат, начинают увлажняться, затем мы их уже начинаем оцифровывать на проекторе. Здесь тоже целая работа. Надо намотать, вставить и крутить. Порой даже приходится клеить пленки. И только после начинается оцифровка. Ну, сейчас вы можете наблюдать, как у нас происходит непосредственно оцифровка на сервер цифровой. Здесь у нас, получается, вставляется кинопленка в проектор. Ну, вот у нас изображение проходит вот здесь через призму, попадает у нас уже на видеокамеру. С видеокамеры у нас на камерный канал поступает запись уже на сервер. Еще одним из главных условий – это его оформление. Для этого необходимо просмотреть весь видеофайл и только потом начинать его описывать. Для этой работы здесь есть специальные мониторы с приставкой, с помощью которых можно это сделать. Некоторые материалы у нас вот в таких кассетах, и вот на такой технике просматриваем, ну, какие кадры нужны, какой синхрон, интервью нужно. И вот здесь на этом аппарате просматриваем и смотрим, есть ли или нет данный материал. Сегодня в архиве компании хранятся уникальные файлы, датируемые с 1937 года. 1937 года это иркутские кинохроники. Фильм есть «Бухта Тикси». Также есть фильм «Лето в Арктике», это 1939 года. Потом также у нас есть 1945 года «Из их побед». 60-х годов, это 66-го года «Военная хроника», ленинградского телевидения, «Солдаты отчизны». Ну и с 67-68 года начинаются собственные фильмы. К столетию Якутской АССР все это должно быть переведено в цифровой формат. И планируется запуск специального сайта, где все это будет выложено. Где уже каждый житель региона может это увидеть и появится возможность дополнить тот или иной файл недостающей информацией. Ну, это будет такая большая коллекция общедоступная, где каждый зритель, каждый человек может внести свою лепту, свой вклад в развитие, в создание такой уникальной архивного фонда. Зрители программы «Якутия Лайв» только что увидели, как выглядит архив Национальной вещательной компании и как в нем хранятся материалы. Своя специфика есть и в классических архивах. Например, в хранилищах нет окон или они закрашены, занавешены. Температура в помещениях низкая, и работники обувают унты даже летом. В архивах свои нормы влажности, освещенности, температурный режим и даже определенное состояние между стеллажами. Все это необходимо для сохранности документов. Вот какие еще особенности работы есть у ваших сотрудников и как эти нормативы влияют на сохранность данных? Петр Васильевич. Да, конечно, у нас поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим. Так, на Дзержинского 41 в зданиях наших и на Кирова 14, да, работает сложное кондиционировочное оборудование. Как вы сказали, поддерживается определенная влажность 17-18%. Так, ну, наши некоторые категории наших работников, да, пользуются, как бы сказать, оплатой за вредность. За вредность 8%. Это лаборатории реставрации. Так, далее активисты относятся к категории работников
культуры. И несколько лет назад была у нас повышенная заработная плата. Ну, это очень хорошо. Наталья Васильевна, а у вас какая специфика в хранении документов именно? У нас также вот поддерживается температурно-влажностный режим. И доступ к записям актов имеют только сотрудники архива. И они тоже получают доплату за вредность? Нет. В нашем архиве такое не предусмотрено. То есть в Национальном архиве работа вреднее. В последние годы многие уделяют внимание генеалогии, своим предкам, пытаются найти информацию о родственниках, которые воевали. Вот насколько часто люди обращаются с такими запросами в Национальный архив Якутии, Петр Васильевич? Да, эти запросы относятся к тематическим запросам. Да. Ну, тематика, больше половины этих тематических запросов составляют генеалогические. Так, в настоящее время мы начали оцифровку метрических книг церковных архивов, и которые мы по мере оцифровки выставляем на нашем официальном сайте Национального архива. Так, ну, у нас в настоящее время да, не хватает бюджета времени на составление генеалогического запроса, на исполнение. Так, поэтому у нас нарушаются сроки исполнения, и они у нас находятся на большой очереди. То есть просто времени не хватает у сотрудников работать все запросы, которые поступают на эту тему. Получается так? Да, именно. Наталья Васильевна, а может ли человек запросить в архиве ЗАГСа сведения не о себе, а о своих родственниках, например, для восстановления родословной? Так, федеральный закон предусматривает получение повторных свидетельств только при наличии нотариальной доверенности от родственника. Или, возможно, получение документов в отношении умерших родственников. А если родственник уже умер, например? Да, в отношении умерших родственников при наличии подтверждающих родство документов, да, возможно получение. Спасибо. Вот такой еще вопрос. Петр Васильевич, как правильно хранить документы в домашних условиях? Вопрос, конечно, сложный. Ну, конечно, надо хранить документы обычно в шкафах, там, в коробках, и чтобы они хранились в темном месте, потому что они имеют свойство документы засветать. Ну, конечно, домашние архивы еще это в основном фотографии, семейные фотографии. Да, их тоже надо хранить в соответствующих условиях. Петр Васильевич, вы знаете, иногда архивные истории могут быть какими-то просто удивительными. Как мы помним все историю, как в архиве Аляски нашелся документ о том, что остров Еловый принадлежит Русской Православной Церкви, да, и даже потом МИД связывался России с республикой нашей. Вот эти документы из Национального архива Аляски, они сейчас в вашем архиве лежат? Нет, этих документов у нас нету. Но по освоению Аляски у нас есть, хранится пласт документов.
И их тоже можно по запросам получить. Да, конечно. Запросы могут быть от граждан, но эти запросы могут быть платными, исполняться на платной основе. А насколько дорогие эти услуги? Ну, у нас разработан свой прейскурант. Прейскурант у нас выставлен на сайте Национального архива. И там по видам работ можно ознакомиться. Наталья Васильевна, а ЗАГС тоже берет деньги за свои справки? Да, за выдачу повторных свидетельств госпошлина составляет 350 рублей, а за выдачу справок 200 рублей. И вот тот же вопрос о хранении документов, которые я Петру Васильевичу задавала. Может быть, у вас есть какие-то там свои секреты? Ой, Наталья Васильевна. нет особых секретов, нет. Все согласно федерального законодательства. Ну что ж, исчерпывающий ответ. Ну, наверное, на этой ноте и будем прощаться. Спасибо нашим гостям за участие в прямом эфире, тем более в свой профессиональный праздник. На этом выпуск нашей программы завершен. Смотрите нас завтра в это же время, в 19:15. С вами была Ирина Ефимова. А пока не переключайтесь, скоро свежий выпуск новостей в нашем эфире.